Всем привет! Ну что, сегодня у нас последний день весны, 31 мая, город Якутск. Время сейчас у нас 4 часа. Слушайте, ну жарко, можно сказать, жарко. Смотрите, тут как у нас березки подросли. Ну сейчас мы с вами тут пройдемся, погуляем. Тут такая вот есть как бы прогулочная, не прогулочная зона, но можно вот тут погулять, побродить. Смотрите, под мост залез. Под мост залез. Тут какой-то канал. Канал вот такой вот. Тут собачек выгуливают. Я тут пару лет назад видел, вообще кони тут паслись. Кони. Смотрите, какая она грандиозная вот эта конструкция. Мост. Кто-нибудь видел под низом? Вот он так и устроен. Тут мы выходим как раз, получается, через улицу это перешли под мостом. И здесь у нас Чалбон. Чалбон – это бассейн. Олимпийский объект. Ну, вот игры Дети Азии как бы проходят в городе у нас регулярно, там через сколько-то лет. Поэтому вот в том числе и к этому мероприятию он построен. Ну, там дорожка такая полноразмерная, как это положено. Так, и мы вот сейчас вот на эту сторону можем погулять. Это мы сейчас идем в сторону автовокзала. Вот это улица Фаюнского, Пояркова. Ну, здесь вот птички такие вот чирикают. Давно я не ходил, не снимал. Сейчас у нас жарко. Обещают, короче, на выходные плюс 28, что-то 29 жару. Ну, сейчас видно небольшая облачность. Небольшая облачность, как бы, и такой особой жары как бы нету, но тепло. Я бы сказал, что градусов 25. Вот сегодня. Сегодня такая погода. Хорошая погода. Если так оно будет, то надо обязательно на выходные вот на эти ехать. Обязательно надо ехать куда-нибудь на дачку, в сок. Даже можно, я думаю, куда-нибудь на берег речки какой-нибудь поехать, там позагорать. Но в этом году, конечно, раньше пришла у нас вот такая теплая погода. На неделю где-то раньше речка вскрылась в районе Якутска. Так, где тут пройти? Здесь или там? Давайте еще тут погуляем. Вдоль дороги особо неохота ходить. Машины, сами понимаете, шум там, лишняя пыль. Можно вот посюда прогуляться. Так что лето вот такое пораньше у нас в этом году. Это хорошо как бы для северян, да, то есть у нас тут, как говорится, холода, а тут тепло стало. Поэтому это, в общем-то, только в радость для нас. Ну и вот с этой стороны тут здание автовокзала. Раньше тут 16-й автобус, да, останавливался. Можно было вот так вот пройти вот сюда вот. Ну, сейчас все тут перекрыли, заборы, естественно, и тут уже не пройдешь. Но вот это вот мостик он остался, как бы, вот отсюда. Угу. Вот так вот можно по мостику пройти.
Что-то там булькает. Что там булькает, интересно? Такое круги рыба, что ли? Не похоже. Просто пузырьки какие-то. Ну, это сам автовокзал города Якутска. Так вот идем. Смотрите, тут какую дорожку-то сделали шикарную. Слушайте, первый раз вижу. Вот что значит ходить. Что-то снимать, открываешь для себя новое. Обычно же ходишь по таким маршрутам и каждый день по одному и тому же, поэтому там ничего нового как бы не открываешь. А если так вот выйдешь, что-то поснимать, обнаруживаешь новые какие-то изменения в городе положительные. Вот выходим мы на улицу Октябрьская. Вот здесь вот. Тут у нас здание, здесь, по-моему, Сбербанк большое у них отделение. А там вот 1000 мелочей. Вот этот торговый центр здоровенный отгрохали. Вещевой. Так, и мы вот сюда вот сворачиваем. Тут магазин, кто знает, на горке. Тут церковь Никольская. И магазин вот рядом на горке. Кто помнит, раньше было одноэтажное такое строение здесь. Ну, снесли его. Там продтоварный магазин был. И построили вместо него вот такое вот большое строение. Угу. Ну а здесь вот горка почему считается? Потому что это такое высокое место в городе. Тут был погост в свое время, то есть кладбище. И, соответственно, вот в этом месте. И эта церковь, как бы она считалась вот этой вот кладбищенской. Вот эта горка, вот так вот она сейчас выглядит. А тогда это было такое одноэтажное строение, такое типичное еще в советское время. Ну, как вот магазины обычно делали в городе. Ну и здесь вот, где мы проходим, здесь было раньше кладбище. Кладбище. Прямо вот получается, что вот эти дома, ну там, наверное, вывели все это, разобрали, они как бы на территории кладбища. Я даже видел, помню, что-то когда-то тут выкапывали кого-то. Ну, это вот уже лет, наверное, года 3-4 назад. Ага. Где-то в этом месте. Ага. Ну, раньше же так принято было, что вот эти все... Ну, и сейчас, наверное, тоже, что кладбище, чтобы их не затопило, их на высоте делали. Такая какая-то горка. И там, соответственно, церковь ставили. Вот эту вот кладбищенскую. И был погост. Ну, если кто ездил, вот, допустим, напротив Якутска есть поселение Павловск. Там тоже погост такой довольно мощный. Там довольно захоронений там много, и вот они как бы тоже на горке. Там даже какая-то часовня есть. Там захоронение рода, забыл я, как их звать, короче, купеческий род там захороненный. Вот таким образом. Так, ну и вот мы приближаемся к улице Лермонтова. И знаете что? Я сегодня вычитал в новостях то, что у нас же парк сейчас на реконструкции, парк культуры и отдыха. Давайте мы вот посюда пойдем. Не по улице я пойду, а вот такими двориками. Заодно посмотрим дворики. Сейчас можно погулять, походить спокойно. Он был закрыт на ремонт. Там что-то делали они, там
говорят, асфальт новый положили, еще что-то. Надо будет сходить, посмотреть. Завтра 1 июня, поскольку День детей. Ой, смотрите, тут дерево какое. Прикольно, да? Это что за дерево? Интересно. Красивое дерево-то, завтра День детей, и завтра вот решили открыть как раз парк. Так что завтра суббота еще вдобавок, то есть выходной день. И там интересно посмотреть, что там новенького сделали. Обязательно зайдем потом и поснимаем там. Ну, вот дворик аккуратненький такой, небольшой. Машин много, потому что дома тут многоэтажные, высокие. Овощи, фрукты. Вот здесь вот Лейботур. Это коньки. Ледовый комплекс. Напротив. Лет 10 назад этого тут ничего вообще не было. Тут были деревянные, как деревянные дома. А сейчас вот такие здоровенные многоэтажки построили. Это делают. Так, ну и все дворы, конечно, в машинах. Тут велосипедики. Сейчас люди вот так оставляют их, пристегивают. Не обязательно тащить туда куда-то к себе. О, какой длинный, а. Ну, тут хорошо у них, смотрите. Вот, травка, скамеечки. Тут клумбочки, что-то цветы, наверное, должны посадить какие-то. Площадка довольно большая, игровая. Ну и дальше проходим сюда. Так, тут машин много ездит. Так, это мы параллельно улице Лермонтова сейчас идем в районе парка, в районе стадиона Туймада. Такое строение какое-то. Его обделали новой этой плиткой. Как она называется? Профлист. Угу. Профлистом обделали, и оно такое как бы поновее стало выглядеть. Выходим мы вот здесь, вот ветер дует, кстати, на улицу Кирова. Вот здесь вот переход через улицу Лермонтова. Там рынок крестьянский, и у нас вот парк, стадион. Время есть, 17 секунд, надо успевать перебегать. Еще грузовики тут ездят, что-то, видать, доделывают в парке. Сам стадион тоже на реставрации. Там, смотрите, поменяли эти скамейки такие, сделали разноцветные, бело-синие. Ну и тут, смотрите, вот эту площадь, ее полностью ремонтировали, заасфальтировали. Вот такая вот шикарная сейчас картина здесь. Здесь что у нас, стоянка? Стоянка, похоже, да? Так, а как мне пройти? Ну, парк вроде бы как закрыт или открыт. Завтра же его должен открыть. Ну ладно, не будем торопить время. Если сказали, что 1 откроется, значит надо потом уже идти. Ну а здесь такое прокрытие, смотрите, вообще супер-пупер. Он памятник комсомольцам, добровольцам. Тут еще гравий, тут еще какие-то работы будут
производиться. Ну и до сих пор вот эти спилили они или будут устанавливать их. Штуковины, вот эти бордюры. Смотрите, колесо не крутится, значит еще парк не работает. Работы идут полным ходом. Так, а тут я вижу какая-то ярмарка. Ярмарка, похоже, что-то овощная. А, сейчас же посадки. Вот картошку продают. Я смотрю, и рассаду, да? Смотрите, ярмарка целая. Картошка. Это на рассаду, да, она проросла, потому что вот тут сколько всего. Но поскольку я не садовод, мне это как бы не интересно, но у кого есть дача, приходите вот сюда вот. Смотрите, сколько тут всего продают. Но это, я так понимаю, все цветы, петунии вижу я в большом количестве. Какие-то кустарники, ягодные вижу. Вот все вот так вот. Много-много всего. Цветы уже в горшках. Голубика, клубника, малина. Ну, слушайте, нормально, да? Так что приходите вот рядом с рынком крестьянским. Ярмарка с 31 по 2 июня. Дача, огород, усадьба. Городская специализированная выставка. Вот она тут проходит. Так вот. Фух, жарко, слушайте. Но работы еще идут. Здесь делают вот эти бордюры. Спилили что-то. Тут павильоны еще, палатки, видать, поставят. Слушайте, хочется уже в тень. В Якутске уже жарень. Да, жарень. Вот такая вот жарень. Тут машина вообще. Ну, рынок сейчас. Он здесь на улице как бы маленький. Это зимой он тут, вы, наверное, многие видели. Зимой я тоже снимал, и другие блогеры снимали. Тут мясо, рыбу продают прямо на улице. Так, как-то мне перешагнуть надо. Вот так вот. А сейчас тут вот мы видим фрукты, овощи, помидоры, рассада, да, это все. Торгует земляника, клубника. Вот цветы, смотрите, тут тоже, короче, можно подкупить что-то себе с такого вот плана. Ну, а это вот в зимнее время здесь рыбка стоит, как помните. А сейчас вот семенную картофель продают на рассаду. И что-то тут у нас овощи, овощи, фрукты, ягоды. А почем клубника у вас? Ага, хорошо, я сяду. Мама егошная. Не скажете, сколько клубника стоит? 1500 рублей. 1500? Чего? Ну, нормально. Картошка. Здравствуйте, что знаете, картошка? Капуста 120. Здравствуйте. Ну, вот такие цены примерно. Такие цены. Клубничка 1500 рублей за кг. Многие удивятся, скажут, что это вообще фантастическая цена, но вот она у нас уже держится уже сколько времени на свежепривезенную клубнику. Конечно, вот цена обалденная. Конечно, цена обалденная. А здесь вот так вот торгуют вещами, очками. Ну, арбузы есть, но тоже цена, наверное, космос. Я даже и не хочу спрашивать. Ну, я так понимаю, эту клубнику везут, видать, самолетами, поэтому и цена такая сумасшедшая. А я, честно говоря, брать ее вот и не собираюсь, потому что
Смысл какой выкидывать впустую деньги. А вот тут, смотрите, старьевщики что-то продают вот на этих вот. Раньше их тут побольше было, а сейчас вот старые вещи всякие. И здесь тоже. Взяли, да? Гантели, что хотите. Так, все. Короче, вот этот тут дом был, на углу стоял деревяшка, я его все время снимал. Ее тут снесли. Я по проекту видел, что должны делать вот такой же дом, да? Но, насколько последняя информация у меня есть, тут решили не строить вот это такое подобное строение высокое, большое, потому что мало места как бы. Ага. И вот действительно тут надо какой-то скверик, еще что-то построить такого плана. Потому что очень улица Лермонтова загазованная. Очень сильно она загазована. Видите, да, вот постоянно вот так в таком режиме транспорт движется. И тут, конечно, еще влепить такой высотный дом немножко неразумно. У нас в Якутске земли-то, я не знаю, там вообще нескончаемо, да, еще много довольно деревянного сектора, который под снос. Там надо строить. Чуть плотность не надо такую сильно высокую. Вот такие, смотрите, елочки посадили. Но у нас плотность высокая определяется, говорят, то, что коммуникации, вот их надо поэтому близко дома ставить друг дружке. Березки, смотрите, как аккуратно здесь высажены, все тут покрашено, плиточка по-новому выложена. Поэтому вот у нас так объясняют, почему дома притык друг к другу, потому что коммуникации, вот это все же у нас зима, тут теплотрассы, все это сложно и дорого стоит. Вот работы идут. Бордюрчики делают. Хорошо стало в Якутске. Березки наши любимые. Вот какие, смотрите, стали. Шикарные, да? Тут магазин Сладушка. Сладушка или Сладушка. Мы выходим сюда. Так, мне надо в хозмаркет зайти. Что мне для этого сделать? Надо улицу перейти. Вот показываю вам последний день весны 2024. Ну, уже не весна, уже лето. Потому что уже температура плюс 25. Жарко. Так, наверное, вот так вот пойдем. И вот выходит она как раз на Якутский республиканский клинический центр. Больницу. Больницу, ага. Вот, ветерок дует, ветерок. Но это как бы и хорошо, то есть он обдувает. И не так оно жарко. Хорошая погода. Надеюсь, что лето будет хорошее. Не сильно жаркое, не сильно холодное. В меру дождливое. Как бы. Потому что дожди у нас обязательно должны капать. У нас засушливый климат. Надо, чтобы периодически вот все-таки поливало, чтобы пыль всю эту прибивала. Вот у машин же тьма в городе. Просто тьма. Так, мне надо где-то тут пройти. Смотрите, у них как тут все сделано. Какая-то фирма Сахагаз.
Сахагаз. Машин очень много, а от них основная грязь. А, тут озеро, как оно называется, не помню. Ну, зимой тут у них каток. И тут, по-моему, у них лебеди или голуби что-то обитали. Так, сейчас свернем направо. Вот сейчас покажу вам вот это вот здание роддома. Вот это двухэтажное или трехэтажное строение, такое старинное. Вот я в нем родился. Ваш любимый блогер. Меняют. Правильно. Надо высаживать зелень обязательно. Вот сейчас вот с улицы Каландерашвили вот отсюда вот завернем вот тут сюда. Тут дома улицы Стодухина. А это тут еще вот эти дома советские. Тут еще КПДшечки, вот эти вот самые одни из самых первых каменных строений, которые были в городе построены. А вот это здание, я не знаю, что это за здание. СОЖ 29. 29-я школа получается. Раньше ее полностью перестроили, новое здание построили. Так, мне где-то вот тут надо перейти. Вот они, эти хрущевочки. Четырехэтажные еще. Ладно, давайте я вам поснимаю. Может, кто-то вспомнит. Ностальгические переживания возникнут у людей, когда вот они вспоминают что-то такое, где были раньше, жили, уехали, потом смотрят, вот как это сейчас выглядит, им интересно, конечно, наблюдать за всем этим. Тут хрущевочка, тут вот такая вот она. Ну, их уже обновили, покрасили. Вот это Стодухина 80/2. Стодухина 80. Это, кстати, этот район довольно хорошо знаю, потому что я, когда был школьником, работал там 5-е отделение связи. Я там почтальоном работал. Ну, летом, как говорится. Там телеграммки, почту разносил, поэтому мне вот эти дома тут знакомы, этот район. Я знаю его. Вот тут, это, по-моему, детский садик. Угу. Приходилось тут бегать. Телеграммки. Раньше телеграммы же были, СМС не было. Вот этих ни СМС, ни WhatsApp. Ничего такого не было. Будущее здесь. И вот, если что-то срочно надо было информацию какую-то доставить, вот существовала телеграмма. Да. Ее принимали, распечатывали, там клеили на определенный бланк. Была телеграмма обычная и была срочная. Еще какая-то правительственная телеграмма была. И вот, если срочную поступала телеграмма, ее надо было сразу отнести. Там еще расписку надо было взять, извещение о вручении. Да, и почты, конечно, раньше почтовых ящиков было очень много. Сейчас почтовые ящики так, как бы для красоты, я не знаю, больше висят. Туда рекламные только какие-то объявления или извещения ложат. И все. А потом, что вы должны что-то заплатить. А раньше очень много газет, журналов. Вот улица Петра Алексеева. Вот тут был деревянный тротуар, а сейчас вот такой шикардозный тротуар, плитка. Вот это вот здание Саха, Транснефтегаз, ага. Ну вот газовое обслуживание тут осуществляют. И вот хозмаркет, я сейчас туда пойду. Смотрите, при входе в хозмаркет продают вот такие вот штуки. Кстати, вот тут тоже какие-то цветы садят. Вот такие вот. Это куда, на дачу, да?
Сколько такая? 15 тысяч. Как это называется? Кресло, качели. 16 тысяч. Великий. И для мангалов. Мангальная зона, да, это? Разные мангалы, цены разные. Есть и за 49, есть и подешевле. За 3000 вот такого плана. Ну, такой это обычный. Вот этот сколько? 14 тысяч стоит. Такой мангал довольно большой. А такой 6 тысяч складной. Угу. Есть вот такой за 5. А это для этих казанов. Точно за 5000. Барбекюшница за 4. И велики тут продают. Почему велики, кстати? Сколько сейчас велик-то стоит? 17 850. Тайгер какой-то горный. Такой вот. Есть какие-то беленькие подороже. 19 тысяч. Вот такой вот. Он тяжелый, но не легкий. Короче, до 20 тысяч можно велик купить себе. Дачку, да, садовые качельки такие вот есть. Скамейка, кому надо. Сейчас вот лето началось. Ну, 3-4 месяца, сентябрь тоже. Вот берите. Так, тут в маркете вообще классно. Тут кондей работает, кондиционеры, прохладно. Что мне надо было? Эти капканы на тараканов. Где они? Вот они, домики. Что, только такие остались, что ли? По 46 рублей. Ну, придется взять парочку. А, вот еще. Замучили эти тараканы. У нас дом старый. И они там просто бегают оттуда сюда. Вот, дохвоз. А, на 3 вот этих возьму. Они липнут к ним хорошо. И, в общем, никакой химии не надо. Они так подыхают. Прикольно в хозмаркете, то, что тебе вот такую дают бесплатно. Пакетик, да еще скидочка. Хотя я там всего лишь 3 этих взял. Ловушки маленьких. Можем вообще пакет не брать. Ну ладно, пригодится. Фу, ладно, все, давайте. Тут у меня уже батарея под 0 садится, поэтому я уже трансляцию сегодня с последнего дня весны заканчиваю. Впереди лето будет завтра, 1 июня, первый день лета. Всех поздравляю. Еще они пикают, разъездили. Всех поздравляю с этим нашим, ну, можно так сказать, праздник для якутян. Это лето. Тепло, это хорошо. Ладно, все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.